Иметь свою мастерскую, закручивать в ней гайки и болты, запах моторного масла. Такой ассортимент желаний присущ многим мальчишкам. Сегодня есть такая возможность воплотить мечту в реальность. В Тамае на предприятии по сборке тракторов учащиеся Чедрлунского профучилища проводят практические занятия. Это предусматривает программа дуального образования, внедренная здесь с 2016 года. 30% времени за партами, 70% за станками. Директор предприятия «Бацтрактор» Иван Недов говорит, что рабочее место студента многофункционально. Сегодня есть ремонт двигателя, они занимаются ремонтом двигателя, помогают, по крайней мере, в начале. Если там сейчас поступил трактор на капремонт полный, теперь они занимаются узлами. То есть они, в принципе, проходят за весь промежуток обучения, весь цикл. Ребятам очень нравится проводить занятия в цеху, говорит мастер-инструктор Чедрлунского профучилища Петр Дулев. На основе завезенных лекал из Беларуси студенты вместе со своими наставниками собирают на предприятии в Тамае трактор «Беларус». Однако сейчас из-за пандемии резко сократились поставки запчастей. Здесь цех, когда был полон, здесь пройти негде было. Эта пандемия мешает, конечно, нашей работе. Но перспектива Петрович планирует здесь собирать МТЗ-80, МТЗ-82. Но это в планах. Сегодня мальчишки с большой охотой приезжают из училища в производственный цех Тамая. У Дениса и Михаила в мечтах открыть свой собственный автосалон или СТО. Ведь они практически уже готовые специалисты. Мы разбираем двигателя, коробки передач, разные узлы, масляную систему, электросистему, разные системы. На практике мы видим все более вживую, и вживую легче все понимается. И когда мы это разбираем, мы это видим вживую, как что и куда поступает масло и бензин, там легче. Мне очень нравится техника и нравится за этим наблюдать, и как что работает, очень интересно. Мне нравится эта профессия, я люблю что-то починить, что-то покопаться в технике. И практика мне дается очень легко. Осваиваем материалы, учимся. Профессия так и называется – слесарь-механосборщик. Кстати, единственная в Молдове. За 5 лет с момента введения дуального обучения профучилища закончили более 70 юношей, то есть 3 выпуска. Мои выпускники процентов 30-35 уже имеют свои частные станции технического обслуживания. В Чедрлунге, в Камрате. И многие, конечно, уехали за рубеж, которые в Германии работают по нашим дипломам на станциях техобслуживания. Форма дуального образования достаточно сложная, говорит директор Чедрлунского профучилища Вера Балова. Не все берутся за эту форму, и не все экономические агенты соглашаются. Если на территории автономии организовать дуальную форму обучения на наших предприятиях, то можно довольно-таки качественно обеспечить эффективными работниками именно рабочих специальностей наши предприятия, которые есть на территории автономии. И обеспечить не только сельское производство, но и экономику в целом по Молдове, по Гагаузии, потому что рабочих с квалификацией хороших нет. Однако требует совершенства республиканское законодательство, где будут учтены ученическая зарплата и льготы для экономического агента. Совесть не позволяет прекратить данный вид деятельности, потому что детям нужно, если мы не будем учить своих детей, кто их научит. Тем более дипломы наши котируются и в Европе. И это немаловажный фактор. Сегодня практически каждому собранному трактору приложили руку молодые специалисты. А готовые трактора используются в агрохозяйствах не только Гагаузии, но и других районах Молдовы.